Меня зовут Миша Романюк. Катаюсь на скейте уже 5-й год. Скейтбординг у нас в ЭТРАО не сильно развит, но когда смотришь там, проходит некоторое время, год, например, видишь со временем потихоньку, те, которые ребята начали кататься, катаются, они развиваются потихоньку. Дается, конечно, тяжело это все, но мы стараемся как бы показать себя с хорошей стороны. Нам без парка очень тяжело кататься. Мы все время куда-то ездим на разные споты, на разные памятники. Нас оттуда выгоняет, бывает даже кричат, матерятся. Но нас это не останавливает, мы все равно приходим опять же на свои же места любимые и катаемся, хоть и выгоняют. Бывают даже проблемы с милицией, но не всегда, конечно, но бывает иногда. Но это скейтбординг, это жизнь уже. Вот один раз попробовал, на нем уже не остановишься. То есть это считай как наркотик уже, можно так сказать. Не, я этим лично хочу заниматься, но не здесь. Возможно, если парк был бы, другое дело бы. Спокойно бы, развивалось. Например, если парк построят, ребята, допустим, катаются, занимаются, делают что-то. Дети видят, и на следующий день приходят там со скейтбордами или роликами, или еще с чем-то. Им это нравится просто. Они заинтересованы этим. Очень хороший мой внук, атырауский, у него папа казах, и он учится каталке в казахском турецком лицее, закончил 9 классов, а сейчас в 10 классе он. И в основном он катался около акимата, каждый вечер. Допоздна, я говорю, что поздно, даже в 11 возвращается ночью, это же много времени, на роликах. И потом он смелый, да? Он есть такой, тигр. Я там тоже тигр по гороскопу, он тоже тигр. Вот так вот. Хороший внук у меня, хороший, умный такой. Он именно пригоден для этого спорта. Видите, не боится. Но он ни разу не упал. И вообще не падает. Вот такой вот. На коньках прекрасно катается. Что захочет, потом ему против нельзя. Он свое «я». И что он захочет, ему нельзя говорить «я хочу» и все. А так, как я могу запретить? Никакого запрета не надо. Начал заниматься вообще встал на ролики, с 7 лет стою на роликах, а профессионально начал заниматься 2 года тому назад. Начал заниматься роликами, потому что мне нравится само чувство, когда я на колесах. И именно ролики мне нравятся, когда на них стою. Те, кто роликами занимается, мало их. В основном там скейтеры, БМСеры, а так роллеров мало очень. Проблемы те, что если мы будем кататься на площади, например, или на таких местах, нас полиция выгоняет, типа, вы портите имущество города. И скейт-парка у нас нету. Просили построить несколько лет тому назад. Говорят, да, и все еще не построили. Все время говорят, построим, и так и не построили. Катаюсь на роликах я с 8 лет, на простых, а на таких уже на более крупных, агрессивных. Начал кататься недавно, месяцев 4-5, может. Катание для роликов для меня в основном, может, как хобби, любимое занятие, свободное время, но уделяю я ему как можно больше внимания. Для меня это не просто какой-либо обыкновенный спорт, а уже любимое такое занятие, которым я готов заниматься хоть каждый час, хоть весь день. В городе с этим проблем очень много. Первым делом с памятника нас выгоняют наши синие друзья. Также дороги ужасные просто. Брусчатка нам не подходит. На проезжую часть выезжать мы не можем. Про тротуар я вовсе молчу. А если на таких местах мраморных, то нам это редко когда позволяет. Но в основном мы стараемся держаться на площади Мухаммеда.